Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на 31 августа. Это у нас среда. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов. Овны первые. Овны, 31 августа, среда. События дня. Покажите мне. Для Овнов. 31 августа. Замок. Первое событие. Откроется какая-то информация, которая была спрятана. Или замок — это еще иногда что-то, какое-то препятствие, что-то закрыто будет в этот день для вас. Конфликт. Возможно, эта открытая информация приведет к конфликту или то, что будет закрыто. То есть вы будете ругаться, возмущаться, да, то есть почему закрыто, почему, да, вот невозможно проехать, пройти. Также, смотрите, может быть тайное свидание, встреча в этот день. Шарики, будут хорошие новости. Застолье, может быть, какое-то мероприятие. И еще может быть дорога, поездка. Так, смотрим. Горизонтали, вертикали для вас. Удачу нельзя. Здесь нет. Я не увидела совпадений. Получается, у вас в этот день замок, да, то есть это тайна, либо что-то закрытое. Тайна открывается, имеется в виду. Дальше конфликт может быть, тайная встреча. Опять же, да, то есть, возможно, тайная встреча, вы с кем-то встречаетесь. Эта информация открывается, да, то есть, что была эта встреча, и у вас конфликт из-за этого. Или в тайне от вас кто-то встречается, да, то есть, открывается информация, и у вас конфликт. Дальше получение новостей, какое-то застолье, свидание, ну, какая-то вот приятная, да, такая вечеринка, встреча и поездка. Такие события для вас, Овны. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Тельцам. Так, смотрим. Тельцы. 31 августа. События дня. Тельцы. Среда. Ссора. Выпадает первая метла. Может еще иногда показывать уборку. Исполнение желания. Деловое общение. Бабочка. Конфликт. Смотрите, рядышком ссора, перерастающая в конфликт. Да, то есть, возможно, начнется как ссора, и все это разразится, да, вот до масштабов глобальных. Так, смотрите, здесь может быть и якорь, и расческа. Но я первую увидела расческу. Ну, тут можно, в принципе, якорь и расческу сделать, конечно.
Расческа показывает неприятность, которая произойдет в этот день, а якорь показывает, что может что-то закончиться для вас. Да, то есть якорь, вы поставите точку. Да, то есть якорь это прям вот в глобальном каком-то вопросе поставите точку. Возможно, неприятность этому как-то поспособствует. Например, разорвете отношения. Да, то есть сильный конфликт, да, это неприятность, и разрыв отношений по якорю. Друг. Общение с другом, подружкой может быть. Корону нельзя. Змею нельзя. Дорогу нельзя соединить. Домик. Домик можно. Домик — это событие в доме. Показывает, что может быть какое-то еще событие в этот день. Так, получается, смотрите, значит, называю все события по очереди. Ссора или наведение порядков, исполнение желания, деловое общение, конфликт, общение с другом, события в доме, какая-то неприятность. И якорь, да, это точка, завершение, конец. То есть неприятность приведет к какому-то окончанию, завершению. Вот такие события у вас, тельцы, в среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше я к близнецам. Августа. Среда. События дня для близнецов. Покажите мне. Сразу же чемодан выпадает. Разлука. Временная разлука с кем-то в этот день. Ссора. Траты. Деньги. События, связанные с деньгами. То есть это могут быть покупки, переводы денег, да, то есть это могут быть как поступления, так и минус по финансам. Интимная связь может быть. Исполнение желания, цветок. Поездка может быть. Дорога. Может быть, дорога, о которой мечтали. Так, и проверяем. Сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Сразу же вижу нерешенное дело, цепь. То есть что-то, что долго не решается. И в этот день не получится решить. Любовь, два сердца. Тут может быть поездка с любимым человеком. Рядышком выпали. Или, например, встретите любимого человека в поездке, если у вас нет, да, в какой-то дороге. Значит, так, свиток нельзя. Смотрим, здесь нет совпадений, нет. Нет и нет совпадений. Значит, получается у вас в этот день чемодан. Смотрите, может быть, действительно вы уезжаете. Дорога и чемодан. Ссора небольшая. Интимная связь, любовь. События, связанные с деньгами. Возможно, траты на исполнение своего желания. И какой-то еще нерешенный вопрос. Да, вот у вас два минуса. Это нерешенный вопрос в этот день. И какая-то небольшая ссора может быть. Вот такая информация для вас, близнецы.
Метла еще иногда бывает наведение порядков. Да, то есть если это не ссора, это, возможно, уборка. Когда все хочется разложить по полочкам, навести порядки. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, раки. 31 августа, среда. События дня. Покажите мне. Раки. Сразу же первое выпадает успех у вас. Будет успех, победа. Лавровый венок, да, то есть это венок победителя, человека, который получает, да, вот то, что заслужил. Якорь. Возможно, получится что-то закончить, доделать, поставить точку в каком-то очень длительном вопросе, да, то есть это то, что длилось месяцами, годами, да, то есть добиться успеха в этом. Ножницы, решится какое-то дело. Видите, опять же подсказывает. Какой-то вопрос решится. Это именно связано с работой, с делами, с бизнесом, да, то есть удача. Потому что вам сопутствует удача. Вы везунчики в этот день. Общение с другом, подружкой. Угу. И в конце еще может быть какое-то разочарование, печаль. Но здесь идет после общения с другом. То есть, возможно, друг или подруга что-то такое, знаете, расскажут или сделают, что может вас расстроить. Может быть, какая-то новость не очень хорошая. Победа. Да, я уже по венку вам сказала, что это похоже на какую-то победу. Да, когда я номер один, я достигаю, да, то есть я прихожу к этой вершине, а все остаются, да, вот за моей спиной, позади меня. Угу. Больше не вижу совпадений. Получается у вас однозначно успех какой-то. Что-то получится закончить, доделать, решить какой-то вопрос глобальный, да, то есть стать победителем в этот день. Чемоданчик еще увидела. Может быть, с кем-то разлука, расставание в этот день. Временно, кстати, вот и разочарование, да, повод. То есть вы разочаровываетесь, потому что, возможно, кого-то провожаете. Или сами уезжаете, то есть на время расстаетесь, и это вас расстраивает. Дальше удача, везение, подкова, да, у вас. И общение с другом. Может быть, пообщаетесь с другом, да, и будете расставаться. Провожать, может быть, друга, да, и показывать, что вот это вас как-то немножко расстроит. Ну, это не то, да, разочарование, которое могло бы быть, да, вот от того, что что-то не получается. Здесь именно все будет получаться, удаваться у вас этот день. День очень крутой именно для дел, для работы у вас среда показывает. Благодарю за внимание и перехожу ко львам. Так, львы. 31 августа. События дня для львов. Покажите мне, пожалуйста. Среда. Так. Ага. Среда. Смотрим. Смотрим, львушки. Куда вы там так торопитесь, спешите? Интересно мне знать.
решение вопросов. Очень сильно хочется вам решить какие-то вопросы в этот день. Будете спешить, да, решить эти вопросы. Интимная связь, кровать. Удача, подкова. Удача, везение. Ссора. Может еще быть какая-то небольшая в этот день. Несерьезная, да? Разлука, чемодан. Прибыль, сундук, поступления финансовые. Ну, все, здесь не вижу. Значит, что получается? Получается, решаются какие-то вопросы у вас в этот день. Возможно, благодаря удаче, да, везению. Дальше может быть интимная связь, может быть небольшая ссора, разлука, расставание, но это временное. И финансовые поступления. Вот такие события у вас. Да, то есть день очень удачный должен для вас хорошо сложиться. Ну, единственное, тут минус — это ссора небольшая. Но опять же, этого можно избежать при желании, этой ссоры. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Так, девы. 31 августа. Среда. События для дев. События для дев. Покажите мне. Застолье у вас выпадает на среду. День рождения девы. У кого 31-го, я вас поздравляю. Да, показывает, что вы можете отмечать свой день рождения. Так, цыпленочка нельзя. Змея. Будет встреча со змеей в этот день. Змея — это опасный человек. Ага, вот смотрите. И тут же обман идет рядом. Человек, который может съязвить, человек, который может обмануть. Да, то есть от него ничего хорошего как бы ждать не приходится, от этого человека. Ну, крайне редко, конечно, больше показывает человека, например, там по году рождения змея, там похож на змею, да, то есть худенький такой, высокий. Ну, вот видите, у вас показывает, что, скорее всего, что от этого человека можно ждать обмана. В вашем случае проиграется не очень хорошо змея. Разлука, чемодан. Какой-то нерешенный вопрос. Флаг нельзя, потому что эта карточка уже зафиксирована, я не могу повернуть. Так, нерешенный вопрос. И проверяем с вами горизонтали, вертикали. Приглашение, дерево. Вас могут куда-то пригласить в этот день. Время. Нужно будет следить за временем.
Значит, получается, смотрите, застолье. То есть у вас приглашение на какое-то застолье на определенное время. Вы можете даже немножечко опоздать. Да, то есть если будильник выпадает, показывает, что будут какие-то проблемы со временем, возможно, возникнет нерешенный вопрос, да, который нужно будет решать, и это как-то затянется. А также разлука. Ну, разлука это может быть после застолья, например, да, когда вы разлучаетесь с теми, с кем отмечали. А на застолье, скорее всего, будет змея, опасный человек, и могут быть какие-то обманы еще в этот день. Опять же, может быть, там кто-то какую-то историю расскажет неправдоподобную. Так что, девы, вот такая у меня для вас информация. Возможно, приглашение, да, то есть это не вас приглашают, то есть, опять же, если мы берем, да, что день рождения у вас, то приглашаете вы на определенное время. То есть и вам к этому времени нужно будет спешить, да, то есть вы будете не успевать, возможно, организовать, да, свое застолье, потому что, опять же, возникнет какой-то вопрос, который невозможно решить, да, то есть и это затянется. То есть так тоже может быть. Вот такая информация для вас на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Нажимайте, переходите, встретимся во второй части. Или еще вы можете оставлять запрос. Да, то есть если вы не знаете, где и как искать, как переходить, можете в комментарии написать: мне нужна ссылка на вторую часть. Я вам оставлю ссылку, вы на нее нажмете и перейдете на вторую часть. Так тоже можно. В общем, до встречи во второй части.